25 апреля глава Якутии выступил с ежегодным отчетом перед парламентом республики, в котором обозначил основные достижения региона за минувший год. Конечно, 2018 год он в целом начинался очень тревожно, так и в середине года у нас были достаточно серьезные проблемы, в первую очередь с исполнением бюджета республики. Я не скрываю, что были допущены достаточно серьезные просчеты по его планированию. Не были учтены в свое время там определенные расходы, причем очень значительные на коммунальные, например, расходы, так, на расчеты по заработной плате. Также была очень значительная кредиторская задолженность по результатам 2017 года. Вместе с тем, в конце года, благодаря такой хорошей слаженной работе и правительства республики, и поддержке Государственного собрания, работе с федеральными органами властей и поддержке наших крупнейших налогоплательщиков, нам полностью удалось решить вопросы кредиторской задолженности, нам удалось выполнить бюджет, даже с достаточно большим профицитом. Впервые с 2011 года были достигнуты хорошие результаты в промышленном развитии республики. За 2018 год Якутия продемонстрировала устойчивый рост по важнейшим направлениям экономики. Впервые с 2011 года валовый региональный продукт превысил 1 триллион рублей. Установлены исторические максимумы по добыче угля, нефти и серебра. По добыче золота Якутия вошла в тройку лидеров по России. Благодаря успешной работе компании «Алроса», в которой, несмотря на сложности, удалось выйти на рост продаж, республика получила дополнительные дивиденды, и к концу года была полностью решена проблема бюджетного дефицита. Было построено 54 социальных объекта, тоже очень такие достойные цифры, несмотря на все сложности. Мы в прошлом году свои обязательства в части как раз дальнейшего улучшения социальной инфраструктуры выдержали. Конечно, вопросов остается много и по социальной сфере, и в части уровня бедности в республике, и в части недостаточно быстрых, скажем так, темпов развития по ряду направлений. Есть очень серьезные направление, которое, к сожалению, мы раньше не занимались, это работа по развитию Арктики, которая сегодня на самом деле поддержана на самом высоком уровне президентом нашей страны. И, конечно, расслабляться мы не будем. 2019 год уже практически 4 месяца прошло. Мы видим, что достаточно успешно мы развиваемся. Вместе с тем вопросов много. И эти вопросы правительства вместе с другими ветвями власти, на мой взгляд, должно и будет дальше успешно решать. Арсений Сергеевич отметил, что несмотря на то, что по ряду показателей республика смотрится крайне выигрышно, занимает лидирующие позиции и в Дальневосточном федеральном округе, а по некоторым параметрам и в стране, например, это объем ВРП на душу населения, например, это темпы промышленного роста, объем привлеченных инвестиций, тем не менее у нас остается целый ряд серьезных, таких закоренелых, застарелых задач, которые нам предстоит решить. Это в первую очередь то, что было обозначено главой борьба с бедностью, она у нас на запредельном уровне свыше 20% составляет. Это вопросы здравоохранения, это вопросы повышения качества работы сети образования. Также Арсений Сергеевич дал прямое поручение команде правительства, которое возглавляю, уделить особое внимание на национальные проекты, за реализацию которых будет закреплена персональная ответственность, а также обозначена необходимость перестройки нашей работы. Мы эту работу уже запустили в рамках года консолидации, серьезное внимание уделяем повышению открытости работы правительства, а также по командному проектному принципу строим работу министерств в части достижения задач, поставленных президентом Российской Федерации. Самое главное, что за такой короткий промежуток времени руководство нашей республики во главе с новым главой сделало, я считаю, очень многое. Это, во-первых, те долги, которые достались, они были закрыты, получили дополнительные средства на фонд медицинского страхования, получили дополнительные средства на ЖКХ, это очень важно. Ну и самое главное, что наш Арсений Сергеевич Николаев со своей командой очень близко и качественно работает с федеральным центром, который дает ему возможность те проекты, которые нам нужны, и те деньги, которые нам необходимы, в первую очередь получить первыми. Это очень важный момент. И, конечно же, отчет подробный, сильный, но мы говорим о том, что те деньги, которые действительно, я считаю, громадные, выделены на наши нужды, их надо контролировать и эффективно использовать. И тогда наше будущее, будущее наших детей действительно получит хороший результат.